Несколько дней назад в службу спасения поступил звонок от жительницы Сунжи. Женщина обнаружила на своей кухне змею. Позже пресмыкающееся заползло в щель кирпичной стены. Хозяйка дома, испугавшись, что змея может быть ядовитой, вызвала спасателей. Чишмел бастенк мебель хам хаягыш лохыш уже какарцы бош яла юхагуш белыш хату гуажан давах бян вещи суа садалыш сашт дек ил негитсге датыдла хабберта столик хули итальянский кирпич как шелижи так шели умеете пустошил кубарьяна нас что нарик сам просветить чеш болар аза уж боля хастак аз бигж бумот шалса хати нехи аш кирен бигж бос хахне да что сей подручный сей хаглиса шамца сарбя контейнер цхалси кида я ам бах хош чачубела эс шахицерас что би что имнигит дасыртка о хирату уже килге кади мерзиту ханел шайбдали дал жена шайбиш саскатхалян яздады. Такие истории для Мурада Горданова и его коллег обычные будни. Кстати, на работу в МЧС молодого человека пригласили после того, как он 10 лет назад, будучи просто очевидцем аварии, вытащил из тонущей машины семью из 5 человек. Теперь спасение для него дело жизни. Эти ребята ежедневно рискуют для того, чтобы спасти других. В числе пострадавших бывают не только люди, но и животные. Особенно часто в ЧС четвероногие попадают в летний период. Иногда даже, чтобы спасти такого малыша, приходится проводить целую спецоперацию. Бурить, сверлить, забираться в самые труднодоступные места. Змеи, лисы, овцы, кошки, собаки и птицы. Кого только не приходилось выручать. А вот еще один случай в Зязиков-Юрте. Глубокая яма, животное весом больше 100 килограмм. Спасатели работали до глубокой ночи. Этот выезд стоил им немалых усилий. Через несколько часов ребята придумали обвязать корову пожарными рукавами. Таким образом, ее, наконец, благополучно извлекли из ямы. Часто люди оставляют открытыми люки, в которые попадают как дети, так и животные. Я змеи за люк дако, да, видать, металл вам даштил, что биологист, док юачи шхулка обычно ответить. Цей чилил, цавоста, вахал бяха цах буал, цах бяха, бит уста буат люк чачика, цачика чашилга. С начала года только по Назрановскому району и городу Магасу зарегистрировано 447 ЧП. И если в беду попал человек, то с ним легко договориться. Люди действуют по инструкции спасающих, а вот с животными совсем иначе. Каких-то специальных инструкций, как спасать четвероногих, у них нет. И каждый случай почти индивидуален. Здесь спасатели работают по зову сердца и всегда находят выход из самых сложных ситуаций. Зарима Ивлоева, Адам Далаков, Новости 24.